А. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы и граждане Центральной Азии. Сегодня я нахожусь в Вашингтоне 7 декабря 2022 года. Я нахожусь напротив здания Сената. В этом здании, это одно из зданий Конгресса. Значит, возле Конгресса есть много зданий, которые работают с Конгрессом и с Сенатом. Там проходило сегодня заседание Хельсинского комитета. На этом Хельсинском комитете 6 сенаторов, 6 конгрессменов и 3 представителя власти рассматривали вопросы права человека и развития гражданского общества, демократизация общества и так далее. Основная повестка дня была повестка Украины. Украинская делегация давала отчет по затратам средств, которые она получала, по оружиям, куда она одевала и так далее, и так далее. Там очень хороший отчет был. Мне понравилось, они все профессионально объяснили. Что меня поразило? Режиссеры, актеры, журналисты, разные люди представляли Украину. То есть весь народ работал на армию, весь народ работает на поддержку Украины. Это мне понравилось очень сильно. Весь народ борется за свое существование. Вот это надо у украинцев нам научиться, граждан Центральной Азии. Мы народы очень дружные, нам не хватает общественных знаний. Там же была представительница, которая рассматривает вопросы по Центральной Азии. Я не знаю, наверное, из Туркменистана я был первый человек, может быть, из Центральной Азии там второй, третий человек, который пришел и представлял гражданское общество Центральной Азии. Там мы обсуждали ситуацию по каждой стране, мы обсуждали ситуацию по Туркменистану, мы пришли к тому, что Центральная Азия готова к переменам, что нужны эти перемены. С падением Путина, чтобы эти диктаторы нас не увели ни в Китай, ни Эрдогану, мы должны уже решать наши проблемы. Начинается открываться окно возможностей. Эти окно возможностей у наших центральноазиатских стран будет идти от 6 до 9 месяцев. Поэтому я обращаюсь к народам Центральной Азии. Мы должны взять свою независимость от диктаторов, построить свободное гражданское общество. В этом обществе мы должны жить спокойно, по-братски, ездить друг к другу, собрать объединенную Центральную Азию, где без визы можем общаться, бизнес делать, сотрудничать, работать. У нас очень много потенциала для этого. Вот эти встречи, вот, которые сегодня были, да, с конгрессменами, с сенаторами, я лично беседовал, они хотят, чтобы они продолжались. То есть я призываю активистов Центральной Азии, гражданских активистов, оппозиционеров, правозащитников, всех людей, кто активен, связаться с Ассамблеей гражданских инициатив, выйти с нами на контакт, и мы вместе организуем визит к сенаторам в США и расскажем, что гражданское общество в Центральной Азии имеется, и оно хочет свободы. На сегодняшний день у них отношение такое. Приезжает власть Центральной Азии, представляет и гражданское общество, и диктатора. Больше никто не представляет. Мы должны, как украинцы, ездить, с ними разговаривать, вечером встречаться, как мы это сделали, с истеблишментом политическим Америки. Мы позавчера встречались вечером с администрацией Рейгана, с администрацией Клинтона, с администрацией Обама. Была большая вечеринка, там мы сидели, я выступал, Гончаренко выступал, еще другие выступали. Мы там рассказывали, каждый про свой народ и про свои проблемы. Это было очень интересно, и у них рождается альтернативное мнение, которое относится к нашему обществу. Поэтому я призываю всех активных граждан включиться в работу развития гражданского общества Центральной Азии. Только развитым гражданским обществом, активным, мы сможем сделать перемены, и Центральная Азия выйдет вперед. Долой этих диктаторов, с ними нету будущего. Один начинает полудемократ, заканчивает 30-летной диктатурой, как Назарбаев. То же так в Туркмении, то же в Таджикистане, то же даже в Узбекистане. Хватит немножко демократии, и все, они уходят в диктатуру, становятся миллиардерами и диктаторами. Это все надо останавливать. Земля наша, это земля наших предков. Никакого отношения диктатор к этой земле не имеет. Наши предки умерли, похоронены на этой земле, отдали свою жизнь, чтобы сохранить эту территорию. Поэтому мы должны взять эту эстафету. Мы сегодня живем на этой земле, больше никого нет. Если мы не возьмем, кто возьмет?
Вот этот фонд, который сейчас живет, человеческий фонд на этой территории, это мы. Больше нету. Если мы не возьмем, кто возьмет? Следующее поколение? Их диктаторы быстро затащат свою стратегию, и они даже не поймут, что происходит. Поэтому окно возможности открывается. Туркмения даст старт, приготовится к Казахстану, Таджикистану, Узбекистану. Мы переходим, демократизацию делаем и уходим в демократическую политическую систему строим. Все, уже время пришло. Спасибо большое. До свидания.